Понедельник, 10 февраля 2025 года. В Башкортостане 10 часов утра. Самое время начать новую рабочую неделю с программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». У микрофона вновь я, Руслан Валеев. Я рад вас приветствовать в наших трансляциях, которые идут одновременно в Телеграм-канале и в YouTube-канале. Несмотря на все сложности в YouTube, мы с вами встречаемся, поэтому давайте общаться, давайте делать эфир вместе. Для этого есть чат трансляции, присоединяйтесь. Вижу, вы уже там. Значит, более или менее в этом смысле стабильность наша сохранена, и мы можем относительно спокойно и относительно уверенно продолжать нашу деятельность. Ну что ж, начинаем мы для затравки, для погрузки в контекст с новостей, которые выходят в телеграм-канале «Эхо Новости». Это новости касаются всего мира, скажем так, не только нашей республики. И, соответственно, дальше переходим к публикациям республиканских СМИ. Я это вдруг, если кто-то забыл, напоминаю или рассказываю для тех, кто присоединился к нашему каналу в недавнем, относительно недавнем прошлом. Вот, ну а пока новости. Обломки сбитого беспилотника упали на крышу многоэтажного дома в Краснодаре, сообщил губернатор Кондратьев. По его словам, пострадавших нет. Глава региона также написал, что дрон сбили в поселке Афипском, где находится нефтезавод. В свою очередь, Министерство обороны России отчиталось о ночном перехвате в общей сложности 15 беспилотников. Финляндия проведет собственное расследование чрезвычайного происшествия на борту танкера с мазутом в Усть-Луге Ленинградской области. Об этом заявил премьер-министр Урло. В район происшествия были направлены самолеты разведки. По данным финской пограничной службы, следов разлива нефтепродуктов они не обнаружили. Власти России планируют запретить использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации, пишет РБК. Речь идет о госслужащих, сотрудниках банков, операторов связи и маркетплейсов. В целом правительственная комиссия рассмотрит поправки в десятки законов для борьбы с мошенниками. Среди других мер – биометрическая авторизация для пользователей соцсетей и маркетплейсов. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на сталь и алюминий. Ключевые поставщики этой продукции для Соединенных Штатов, Мексика и Канада, которые уже согласились на требования Трампа усилить борьбу на границах с нелегальными мигрантами и наркотрафиком. Лидер Турции выступил против плана президента США переселить жителей сектора Газа в Иорданию и Египет. Реджеп Эрдоган заявил, что анклав принадлежит палестинцам и вновь обвинил Израиль в военных преступлениях. Ранее против предложения Трампа выселить из Газы 2 миллиона человек высказались ряд арабских стран. Миллиардер Илон Маск призвал закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода». Глава Департамента эффективности правительства заявил, что эти финансируемые правительством США СМИ говорят сами с собой. В Белом доме эти нападки пока не комментировали. На выборах в частично признанной республике Косово лидирует правящая партия, сообщают местные СМИ. Сторонники премьер-министра Курти набирают около 38% голосов, поэтому, вероятно, будут вынуждены формировать коалицию с другими партиями. Это были новости телеграм-канала «Эхо Новости». Подписывайтесь на этот канал и вообще в целом призываю, скажем так, пользоваться медиапродуктами этого замечательного журналистского проекта. Вот. Ну а мы здесь на «Аспектах Башкортостан» разбираемся с башкортостанскими делами, для чего, соответственно, и новости публикуем, в частности, в нашем телеграм-канале, вот, и, соответственно, читаем, что пишут другие СМИ. Всем большое спасибо за пожелание доброго утра. И
Первый вопрос, немножечко офф-топ, как принято говорить, да, от нетворка. Смотрите ли вы стендап, спрашивает он меня. Если да, то кого? Отвечу так, что целенаправленно нет, не смотрю. Все, что попадается где-нибудь в соцсетях, как в виде нарезок, бывает, обращаю внимание, улыбаюсь. Вот, а так, чтобы смотреть отдельно, целенаправленно, нет, к сожалению. Вообще, на что бы то ни было такое, времени совершенно нет, конечно. Вот именно целенаправленно что-то отдельное смотреть на регулярной основе, к сожалению, нет. Вот, ну а если обращаться к новостям, давайте все-таки мы посмотрим, как говорится, что у нас к этому часу набежало, натикало за минувшие выходные. В Республике Башкортостан запустили общественные обсуждения, но эти обсуждения касаются не, скажем, привычных вопросов строительства. Такие обсуждения, я напомню, вообще остановлены, мораторий на них продлили на текущий год, а этот мораторий впервые появился в 2022. Так вот, в данном случае совсем другие обсуждения начинаются, скажем так. Они касаются установки стеллы «Город трудовой доблести» в Ишимбае. Можно подумать, эти обсуждения на что-то повлияют. Если уж власти решили идти военным милитаристским путем, то этому, на мой взгляд, ничего не помешает. Ну, в данном случае речь идет о выборе мест расположения этих самых стел «Город трудовой доблести», и это касается не только Ишимбая. Жители должны принимать участие совместно с властями на решение вопроса, соответственно, о месте установки этих самых стел. Об этом сообщил никто иной, а руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия», федеральный координатор партийного проекта «Историческая память», а также депутат Госдумы Александр Сидякин. Известная личность в республике. Долгое время он был руководителем администрации Радия Хабирова. Тут я не могу не вспомнить, как некоторые особо одаренные умы отождествляли вашего покорного слугу и наш вообще информационный проект, медиапроект с этим человеком. Якобы мы были созданы им и, более того, продолжали долгое время принадлежать ему. Ну, видимо, и до сих пор принадлежим и финансируемся, что ли. Потрясающее по абсурдности, конечно же, предположение. Так вот, Сидякин напомнил, что «Единая Россия» участвует в реализации инициативы по присвоению звания «Город трудовой доблести» с самого начала, с 2020 года. И тут вот телеграм-каналы напоминают, что президент Путин на заседании Оргкомитета «Победа» поддержал инициативу секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 7 городам. Здесь в списке Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Миас, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий, а также Салихард. Кому от этого легче, кому от этого лучше, что это реально дает для жителей тех или иных городов, вопрос остается открытым. Но, я не знаю, видимо, не успокоится до тех пор, пока вся страна не будет так или иначе визуально, внешне, с помощью каких-то атрибутов не превращена вот в что-то такое, связанное с памятью, с войной и, в общем, прошлыми достижениями. Вот все, что мы можем в последнее время, это жить прошлыми достижениями, успехами, глядя исключительно в прошлое, но при этом не имея даже хоть какого-то малейшего представления о том, какое же наше будущее ждет, как мы его себе представляем, как мы в него идем. Так или иначе, пишите, кстати, что вы об этом думаете, и не только об этом. Вот, а я дальше двигаюсь по новостям. Уфимцы, жители Уфы, по следам прошедшей на прошлой неделе пресс-конференции главы уфимской администрации Ратмира Мавлиева, советуют ему, мэру, то есть первым делом отремонтировать в Уфе парк Гастелло. С чего бы это вдруг? Оказывается, издание УФА-1 после той самой пресс-конференции провели опрос среди читателей, среди подписчиков о том, какие объекты в Черниковке
нужно первым делом отремонтировать. Об этом, собственно, Мавлиев, оказывается, попросил журналистов, и журналисты прислушались. В результате с большим отрывом вперед ушел парк имени Гастелло, а физкультурно-оздоровительный комплекс в Энорсе в этом смысле отстал. Но жители, опять же, не ограничились предложениями вот в этой связи, они много чего другого написали. Ну вот, например, «Снесите свинарник на остановке «Центральный рынок», написал кое-кто из пользователей. Что бы это значило? Что они имеют в виду под свинарником? Остановочные павильоны? Нужно восстановить цирк и сделать его не хуже, чем парк Первомайский, а даже лучше. Если озеро смогут восстановить, будет вообще прекрасно, как в былые времена, когда можно было там покататься на катамаранах, пишут отдельные пользователи. Парк бесплатный для всех, его нужно делать в первую очередь. Противовес физкультурно-оздоровительному комплексу, пишут они. А улицы на окраинах на эти миллионы заасфальтировать не пробовали, чтобы транспорт мог нормально ходить? Лучше бы поликлинику построили, а то люди не могут попасть к врачам. Минимум надо ждать очереди 2 недели, а к узким специалистам месяц и больше. В общем, как обычно, мнения разделились, каждый говорит о том, что ему ближе к телу, что ближе к его дому, и, соответственно, то, что считает человек первоочередным. Как говорится, информационный шум, не имеющий особо важного значения, но, с другой стороны, вот как мы видим, все-таки это очередной раз подтверждает теорию о том, что какие-то местечковые, региональные, даже нет, местные вопросы зачастую людей волнуют куда больше, чем какие-то вопросы геополитики, вопросы глобальных взаимоотношений. Люди думают чаще всего, что эти вещи далекие, высокие, на них никак не влияют. Синдром выученной беспомощности, банально, да, это то, к чему наши люди, к сожалению, привыкли, и это был процесс такой обоюдоострый. С одной стороны, и люди были рады идти вот по этому пути признания собственной никчемности. С другой стороны, сверху это все всегда транслировалось, так или иначе, люди привыкали, скажем так, к этой позиции, поскольку она являлась, по сути, и продолжает оставаться частью такой общей государственной политики. Ну и, соответственно, двигаемся к наиболее важным, более значимым вещам. Ну, еще кое-что такое из проходного у нас осталось. И смех, и грех, как говорят. В республике Башкортостан трасса М12 будет платной. Причем не сколько-нибудь, а еще 99 лет. Проезд по строящемуся участку скоростной трассы М12 с 1210 по 1486 километр от Дюртюлей в Башкирии до Ачита в Свердловской области будет платным до 31 декабря 2123 года. Участок планируют открыть летом текущего 2025 года. Это позволит сократить путь от Москвы и Казани до Уфы и до Екатеринбурга. О трассе мы с вами не раз говорили. В последний раз мы вспоминали ее в связи с тем, что рабочие не получали зарплату, обращались к Путину, после чего им деньги выплатили. Это было буквально перед Новым годом. И вот такие вот радостные, скажем так, в кавычках, вести о том, что трасса будет платной еще 100 лет. Удивительно, как оптимистичны наши лица, скажем так, принимающие решения, могут себе позволить строить планы на 100 лет вперед и думают, что при этом никаких дополнительных, скажем так, факторов во всю эту историю не вмешается. Если взять историю предыдущих 100 лет, сами знаете, чего только страна не пережила, каких только изменений в ней не было. И, разумеется, наверное, было бы поводом посмеяться или печально ухмыльнуться, если бы кто-то 100 лет назад строил планы по поводу вот сегодняшних событий в стране и хоть как-то, хоть в каком-то приближении угадал бы, что же на самом деле в стране происходило. Мы знаем, что, конечно же, все пошло совершенно не по тем планам, которые, в свою очередь, тоже менялись буквально каждую пятилетку. Ну что ж, посмотрим, как говорится, насколько этим планам суждено сбыться, тем более... Точнее, не тем более, а даже на протяжении, я не знаю, ближайших 10-20 лет удастся ли их соблюсти.
Это остается вопросом. Ну ладно, это, как говорится, шутки шутками. Вот, а мы дальше идем. Э, Вчера о себе напомнил один наш земляк. И я о нем решил вспомнить, ну, наверное, потому что мы неоднократно пересекались в свое время. Он, к слову, выступал у нас в эфирах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Это было еще несколько лет назад, даже до ковидные времена, скорее, большей частью. Смотрите, магазин «Пятерочка» во Владимире, не в Башкортостане, потерял сотрудника трансгендера. Нападки и донос закончились увольнением, собственно, жертвы, то есть человека, на которого эти самые нападки осуществлялись. По какой формальной причине был прекращен трудовой договор, не уточняют. Сообщивший новость местный журналист написал лишь о факте самого увольнения. Пока не ясно, можно ли считать увольнение окончательной точкой этой истории. Кассиром Павлом с длинными волосами и ярким макияжем ранее заинтересовалась Генеральная прокуратура, ни много ни мало. Ведомство, в свою очередь, отреагировало на донос. А донос был от активистов движения «Ветераны России». Дальше цитата руководителя этого движения, которого зовут Ильдар Резяпов. Именно он является выходцем из Башкортостана, уроженцем, насколько я помню, города Стерлитамак, и известен своей активной, бурной деятельностью, связанной с многочисленными доносами как раз-таки на активистов, на просто людей, на всех тех, кто ему и его соратникам просто не нравится. В нашей стране четко обозначена государственная политика по защите традиционных ценностей, пишет Резяпов. И любые попытки навязать чуждые нам идеологии должны встречать жесткий общественный отпор. Почему в российской торговой сети происходят подобные вещи? Какие меры принимаются для предотвращения возможной пропаганды среди покупателей, среди наших детей? Задался он вопросом. И, судя по всему, угадал. Такого рода типы, доносчики и стукачи, конечно, во все времена были, есть и будут, но вот то, насколько им сейчас вольготно и комфортно заниматься своим любимым делом, это, конечно, и поражает, и печалит одновременно. В общем, понятно, что отдельно взятый случай это как бы еще не трагедия, да, и то есть как бы никто не погиб, никого не избили, и ну, минимальными жертвами, как говорится, все обошлось. Человека просто по ходу уволили. Но мы-то с вами прекрасно знаем, что эта проблема сама по себе гораздо больше, она шире, чем просто отдельно взятый случай. Это все открывает зеленый свет для подобного рода стукачей, которые, ну, скажем так, во всех областях жизни проникают и все больше и больше вредят своим соседям, согражданам, я не знаю, близким даже в конце концов. Вообще, тема доносов последние пару лет, она, конечно же, всплыла и зацвела отдельным бурным цветом. Если посмотреть на подавляющее большинство дел о так называемой дискредитации вооруженных сил, о фейках об армии, это, как правило, результаты доносов. Иногда доносы пишут сослуживцы, иногда конкуренты, иногда буквально коллеги, если речь идет про какие-нибудь школы, скажем. Уж сколько таких случаев мы с вами знаем, если смотреть, опять же, по стране в целом. Сейчас я абстрагируюсь, да, и выхожу за пределы Башкортостана, когда констатирую, что зачастую, наверное, в 9 из 10 случаев во всех этих эпизодах речь идет именно о доносах. То есть, опять же, самые нехорошие, низменные качества человека во все темные, смутные времена выпячиваются наружу и как раз-таки способствуют тому, чтобы эти темные времена усиливали, скажем так, свое проникновение и установление своих правил в жизни общества. Так бывало раньше, так повторяется сейчас. Серийные доносчики их называют, пишет нам Network, и тут я не могу не согласиться. Да, именно так. В конце прошлой недели
произошли важные, в пятницу конкретно, да, важные новости, связанные с нашими событиями, в частности, Баймакское дело получило новые штрихи к портрету, скажем, да. Суд в Ижевске, еще один процесс шел все это время. Так вот, суд в Ижевске огласил приговор еще 6 фигурантам Баймакского дела, и в сумме они получили 28 лет. Более подробно, процесс шел в Ленинском райсуде, и приговор прозвучал следующим фигурантам. Данис Узянбаев, Азат Мирзин, Фатих Ахмедшин и Венер Яубасаров получили по 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Велюр Карачурин и Айтоган Малабаев получили по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Все они были обвинены в участии в массовых беспорядках, а также в причинении неопасного для здоровья вреда представителю власти. Первоначально приговор должны были огласить еще во вторник, 4 февраля, однако в тот день стало известно, что судья Елена Никитина перенесла оглашение на пятницу, без каких-то подробностей и объяснения причин. Журналисты выяснили, что в прениях сторон и в последнем слове обвиняемые просили суд проявить к ним снисхождение. Они и их адвокаты указывали на наличие смягчающих обстоятельств, в частности на то, что у большинства из них много детей, а некоторые имеют родственников, участвующих во вторжении в Украину. Вот так вот, ни много ни мало. Будут ли фигуранты обжаловать вынесенный приговор? Данных пока нет. В общем, ничего удивительного, опять же скажу, банальность. С другой стороны, конечно, каждый раз особо больно, когда ты видишь, что все-таки реализуется самый неблагоприятный, самый плохой сценарий в связи с судьбами вот этих вот узников Баймакского дела, Баймакской истории. В этой связи сразу же хотелось бы упомянуть, скажем так, то, что не только мы помним о Баймаке, не только мы о нем говорим и вспоминаем, но и башкортостанская государственная пропаганда не оставляет эту историю и так или иначе постоянно к ней возвращается. На канале БСТ в конце прошлой недели был показан документальный фильм, с позволения сказать, под названием «Анатомия башкирского национализма. Баймакская трагедия». Автором данного опуса выступил некто Тимур Валитов, человек, судя по всему, работающий на БСТ. Правда, мне в этом смысле никак не знаком, мы с ним, по-моему, нигде не пересекались. Не могу никак комментировать в этом смысле личность автора, хотя, в общем-то, это и не нужно переходить, как говорится, на личности, когда и так все понятно, и так все очевидно. Фильм заточен на то, чтобы показать публике, кто же на самом деле виноват во всей этой истории. Разумеется, по мнению авторов фильма, по мнению ведущего, нет никакой вины у властей. Власти лишь всячески, полноценно, последовательно и многие годы заботились о безопасности своих сограждан, жителей. Для этого власти якобы заранее и целенаправленно обнаруживали деструктивных элементов в обществе и признавали их экстремистами. Например, таковым авторы фильма называют движение «Башкорт», которое еще в мае 2020 года действительно судом было признано экстремистским. В общем, вся вина в случившемся якобы лежит на, собственно, Фаиле Алсынове, которого осудили 17 января 2024 года, а также на Руслане Габбасове, человеке, который живет за границей еще с 2021 года, признан иностранным агентом, и теперь всех собак традиционно на него спускают, когда нужно найти виновных в тех или иных событиях. Знаете, это как в свое время Березовского во всех смертных грехах обвиняли, когда он уехал из страны и жил в Лондоне. И доходило до абсурда, и мне кажется, вот даже сейчас совсем недалеко до абсурда, когда в плохой погоде или в неурожае зерновых наша власть, конечно же, будет обвинять того, кого обвинять
намного удобнее, чем кого бы то ни было, чем искать реальных виновных, да. Ну, тут я, конечно, немножечко утрирую, но посыл, я думаю, что вы понимаете. Дальше, что важно. В этом фильме, так называемом фильме, опять же, да, на БСТ продемонстрированы были в том числе довольно-таки длительные кадры из эфиров аспектов. Уж ну, случилось, что у нас тут разные точки зрения звучат. Сами знаете, и гости у нас и бывают, и бывали очень разные. И иногда звучали в эфирах довольно спорные утверждения. Ну, например, активист Файзулла Шайхисламов в одном из эфиров искал виновных в том, что случилось, и свои версии озвучивал, и тем самым, ну, скажем так, если уже смотреть с сегодняшнего дня, подливал масло в огонь, скажем так, лил воду на мельницу госпропаганды, потому что госпропаганда с удовольствием фрагмент этого эфира взяла и показала его на БСТ. Этот фрагмент, по мнению авторов этого фильма, косвенно, я не знаю, или напрямую подтверждает версию того, что во всем виноваты националисты. Причем националисты, поддерживаемые, я не знаю, там, зарубежными разведками, врагами страны, в том числе теми, кто раньше жил внутри, а теперь уехали за границу. Я надеюсь, всем здравомыслящим и адекватным людям понятно, что это ни в коем случае не согласованные действия, да, то есть это как бы совпадение, и такое бывает. Ничего, как говорится, криминального в этом нет. Почему бы иногда, ну, скажем так, не совпасть определенным высказываниям разных людей. Тем более, что, еще раз, мы зачастую не несем ответственности за те мысли и слова, которые озвучиваются в наших эфирах спикерами. Каждый из них сам отвечает за свои мысли, за свои слова, несет ответственность перед, я не знаю, людьми, перед обществом, перед собственной совестью. Вот. Таким образом, вообще информационного какого-то большого смысла во всей этой истории нет, безусловно. Я думаю, что вам, дорогие друзья, уж объяснять, что такое пропагандистский фильм на БСТ, не нужно. Но на всякий случай, скажем так, на будущее, для истории, такие вещи все-таки фиксировать нужно, проговаривать нужно. Поэтому я как бы отдельно на этом останавливаюсь и внимание обращаю. Ну, не каждый день, знаете ли, отрывки наших эфиров показывают на государственном телеканале республики. Тут уж на отдельные штрихи можно было бы внимание обратить. Фрагменты показывают, но титров даже не указывают. То есть подписали бы, что это за люди такие сидят. Опять же, ваш покорный слуга мелькает. Сидит какой-то человек в очках, задает вопросы. Кто он? Почему бы не подписать вообще? Если вы хотите делать ваш фильм, с позволения сказать, ну, как-то претендующим на достоверность, указывайте, пожалуйста, титрами тех людей, кого вы демонстрируете своим зрителям. Ну, это же как бы естественно. Если вы человека не указываете, это не значит, что его нет. Я не знаю, это у них страх какой-то, да, подписать неверно и, я не знаю, значимость человека увеличить. Фрагмент был еще один, где без меня, где Разиф Абдуллин вел интервью, точнее даже не интервью, а дебаты Урала Байбулатова и Фанзеля Ахмедшина. Ну там декорации нашей студии, которая теперь уже разогнана, правда, там все видно, что это аспекты. Ну так напишите, что это фрагмент интервью. В общем, удивительные люди в своей, я не знаю, заскорузлости какой-то, да, и глупости. Так, ладно, особо тут не будем, как говорится, заморачиваться. В общем, кому интересно, посмотрите. Вот есть в Ютубе канал вот этого Валитова, он так и называется, Валитов ТВ. И на этом канале этот фильм час 18, даже час 19 почти длится. Так что он выложен и доступен всем желающим. Пожалуйста, при желании смотрите. И любопытно, кстати, на комментарии обратить внимание в этом канале. Большинство комментариев, наоборот, в поддержку, конечно же, тех, кого авторы фильма обвиняют. В поддержку Фаиля Алцинова и в поддержку, в принципе, простого народа. Вот. Тем временем, еще одна, скажем так, криминальная хроника в продолжении большой темы, о которой мы тоже уже не первый день вспоминаем.
В Республике Башкортостан суд отправил в СИЗО 2 подростков за сожжение флага Российской империи. Тоже мутная, долгая история. В подробностях пересказывать, наверное, сейчас не буду. На днях мы это все обсуждали. И вот тут развитие событий. Кстати, в последний раз, по-моему, в пятницу только об этом говорили, вспоминая адвоката Романа Петрова, который защищает одного из этих подростков. И так или иначе подтверждает или пытается подтвердить версию следствия, что все это было не просто так, а их из-за границы убедили, значит, сжечь этот флаг, и это все напрямую ведет, опять же, к тому, кто во всем теперь типа виноват, к Руслану Габбасову. Чему я, кстати, не верю. И вот как раз новость на эту тему. 16-летнего и 17-летнего жителей Бурзянского района отправили в СИЗО. Это тоже, кстати, само по себе важный показатель. Они несовершеннолетние, они никого не убили, не избили, ничего вообще в принципе такого не сделали. Ну уж простите, сожгли кусок полотна. И все. Ну какое СИЗО? Ну вообще, где тут здравый смысл правосудия в конце концов? Это же еще раз несовершеннолетние, которые ничего на самом деле не сделали страшного. Но вот их отправляют в СИЗО. Их подозревают, потому что ни много ни мало в участии в экстремистской организации. Вот эти вот резиновые статьи, резиновые формулировки об экстремистских организациях – очень удобный способ отправлять в СИЗО буквально все, что плохо лежит, все, что движется. Далее цитата. Двое студентов одного из уфимских колледжей, действуя в интересах экстремистской организации Лига свободных наций, запрещенной в Российской Федерации, по заданию неизвестных лиц в социальной сети Telegram за денежное вознаграждение в размере 60 тысяч рублей совершили ряд противоправных деяний. Это выдержка из пресс-релиза. В ФСБ утверждают, что подростки наносили надписи на здание в селе Старосубхангулово на трассе Кага-Старосубхангулово, устроили акцию с сожжением имперского флага. А видео появилось на ресурсах, которые российские спецслужбы связывают с башкирским активистом Русланом Габбасовым, тем самым. Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Башкортостану предъявил подросткам обвинение в участии в деятельности экстремистской организации. Тем временем сама вот эта организация Лига свободных наций заявила, что никакого отношения к описываемым событиям не имеет. Это очередная фабрикация ФСБ, направленная на дискредитацию и запугивание национальных движений, заявили в сообщении этой организации. В общем, вот вся канва этой истории. Боюсь, что дело будет доведено до суда. Молодые люди, к сожалению, будут, скорее всего, признаны виновными и, возможно, даже окажутся в заключении на реальный срок. Единственная надежда, что вот они сейчас в СИЗО пребывают, и как-то это будет зачтено, и в конце концов они окажутся все-таки на свободе. С другой стороны, это в любом случае, опять же, пятно, да, то есть ребята, ну, мягко говоря, действительно, наверное, ничего толком не понимали. И неважно уже даже сейчас, кто их на это дело сподвигнул, даже вот как бы не знаем, да, давайте это дело за скобки вынесем, хотя понимаем, откуда, скорее всего, ноги растут. От этого ни жарко, ни холодно, то есть людям уже и так плохо, да, и так, соответственно, они в этом смысле, ну, имеют за плечами или будут иметь в обозримом будущем эту самую судимость, которая никому не нужна. Вот. Флаг Российской империи – это же флаг несуществующей страны, пишет Network, и совершенно прав. Действительно, ну в этом смысле, ну это даже не флаг империи, если на то пошло. Флаг империи не имел там надписи «Мы русские, с нами Бог», а это, ну такая, знаете ли, вариация на тему имперского флага. Цвета именно его, дальше там герб нанесен, дальше там надписи. То есть это, по сути дела, ну просто некое полотнище, как объект, я не знаю, творчества кого-то. Ну, не больше того. Даже если бы это был действительно бывший флаг империи, которой нет, да, нет такого государства на сегодняшний день. И, кстати говоря, вот этот вот флаг, флагом империи это был относительно недолго. Если посмотреть эволюцию, скажем, флагов,
то большую часть времени флагом империи был триколор, ныне являющийся государственным флагом Российской Федерации. А вот этот вот триколор с коричневыми, желтыми и белой полосой, он был недолгим символом страны. Но видите, сейчас это не важно им, силовикам и вообще системе важно показать, что никакие дискуссии на тему того, в какой стране мы живем, и какое у нее прошлое, и какого хотим мы ей будущего, никакие дискуссии неуместны. Именно это транслирует власть такого рода жесткими реакциями на проявление гражданского самосознания. Хотя в данном случае, еще раз, конечно же, речь не о гражданском самосознании, а о глупости. Ребята, я не сомневаюсь в том, что не понимали на самом деле, что они делают, какой в этом смысл, есть ли вообще в этом какой-то смысл практически, или его нет. Тем временем еще одна важная публикация у коллег появилась. Она касается также баймакского дела, но не уголовной составляющей этого дела, о которой мы постоянно с вами говорим, а административной составляющей. Внимание на это особо не обращалось, потому что, вроде как, ничего страшного, да, речь не идет про какие-то драконовские сроки, речь идет чаще всего про штрафы, но не отметить нельзя. В республике административное преследование за баймак продолжалось на протяжении всего года и проходило, как правило, незаметно, но оно было. И огромное количество людей в итоге были привлечены к административной ответственности. Около 500 человек так или иначе в конце концов получили административное наказание. Значит, это все происходило на протяжении всего года, вплоть до истечения сроков давности по соответствующим статьям административного кодекса. В большинстве случаев граждан обвиняли в том, что они создавали помехи снегоуборочной технике или мешали проходу жителям Баймака. Значит, последним известным привлеченным к административной ответственности за участие в народном сходе в Баймаке стал житель Баймакского района Ильнур Файзуллин. Согласно постановлению Баймакского суда, обратите внимание, от 16 января 2025 года, то есть ровно год прошел, да, минус один день, Файзуллина обвинили в участии в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов, транспортных средств и доступу граждан к жилым помещениям. Суд указал, что Файзуллин создал помехи в проведении работ спецтехники по очистке снега и грейдированию дорог, а также движению пешеходов и жильцов домов. В качестве доказательств вины Файзуллина фигурировало письмо МБУ «Баймакское коммунальное хозяйство». Письмо от 18 января 2024 года, в котором сообщалось, что 17 января из-за мероприятий возле здания районного суда с участием большой массы людей была сорвана работа по очистке снега и грейдированию дорог. Клоуны, я вам скажу. Насколько я помню, как раз-таки грейдирование дорог и уборка снега была проведена в интервале между 15 и 17 января, потому что 15 еще были вот эти вот снежные кучи, скажем так, на которые в том числе Ильдар Юмагулов поднимался свою речь зачитывать. А к 17 числу эти кучи пропали, разве нет? А некие граждане, имена которых скрыты в постановлении суда, в своих объяснениях отметили, то есть были свидетелями обвинения, обратите внимание. Так вот, эти граждане сообщили, что 17 января была запланирована уборка снега по улице Революционная возле райсуда, но проехать снегоуборочная машина не смогла в связи с массовым скоплением людей возле суда. Но, судя по всему, сотрудники коммунальных служб, эти показания давали. В общем, вот, целых 500 примерно человек получили штрафы, о чем, в общем, мы, как правило, не знали даже, и тем более вам не сообщали, раз уж сами тем более не знали. Вот это очередное свидетельство того, что к этому делу уж очень серьезно они подошли, имея в виду власти, систему,
да, видимо, очень испугались и решили таким образом, как они это в своей логике видят, предотвратить хоть даже мысли о том, чтобы что-то подобное могло бы повториться и получить какое-то свое развитие. Так, ну и вижу ваше сообщение, рекомендацию позвать психолога в эфир. Не знаю, но психолог... Вообще у нас довольно много планов на тему того, кого позвать. Вот последнее время график немножечко сбился, но это не значит, что это навсегда. Мы его, я надеюсь, очень скоро восстановим, и поэтому, так скажем, следите за анонсами, скажу я вам прямо сейчас. Вот. Ну а из таких а-ля курьезных, но в то же время вполне символичных новостей, в качестве штриха к портрету, что ли, очередное сообщение о том, как в небе над Уфой вновь засекли фантомные объекты. Значит, с загадочными метками на радаре столкнулся очередной самолет «Боинг», выполнявший рейс из Сочи в Пермь. Пролетая в 60 километрах от Уфы, его приборы указали на летающие объекты вблизи воздушного судна. При этом никаких самолетов в этом радиусе точно не было. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент». Так и не поняв, в чем дело, воздушное судно проследовало до аэропорта назначения и успешно, без каких-то инцидентов, приземлилось на месте. Постоянно эти новости мы получаем. В этом смысле, как GPS в Уфе стала работать с нарушениями еще в конце прошлого года, так и продолжается. То есть люди зачастую себя обнаруживают не там, где они находятся фактически, а видят себя где-то в районе леса у восточного выезда, хотя сами могут находиться фактически на улице Менделеева, например, да, или даже на проспекте Салавата Юлаева. Как вообще работают такси и всякого рода службы доставки, удивляюсь, конечно, остается только догадываться. Вот. Ну, а мы постепенно будем закругляться. На этом новости наши закончились. Я благодарю всех за внимание, за ваши комментарии в чате. Про лайки, пожалуйста, друзья, не забывайте. И про помощь аспектам тем из вас, у кого есть на это возможность и желание. Также не забывайте. Еще раз всем спасибо. Увидимся в эфире завтра в привычное время, в привычном формате. Всем пока. Будьте здоровы.